25 ноября 1775 года было образовано Тверское наместничество, хотя официально указ об этом был подписан почти через полгода. В ее состав вошли 13 уездов. Как позднее выяснилось, самым трудным при образовании нового наместничества было подобрать соответствующие кадры для вновь образованных государственных учреждений. В 1900 году в этот день на фабрике товарищества Тверской мануфактуры, специальной башенке над центром новой казармы, был установлен телескоп. Здесь же были установлены инструменты для метеонаблюдений. Вся эта затея обошлась владельцу мануфактуры господину Морозову в 20 тысяч рублей. Сумма эта по тем временам была весьма солидной. А в 1917 году в этот день начала рушиться банковская система Старой России. По крайней мере, у нас в Твери в этот день в сберегательных кассах образовались большие очереди. Однако возвратить свои деньги многим было уже не суждено. Сначала в кассах выдавали не больше 100 рублей на руки, а потом и вовсе прекратили платежи. В 1931 году в этот день в очередной раз поменяла свое название главная газета нашего края. До этого она называлась «Тверской правдой», а вот номер от 25 ноября 1931 года вышел уже под шапкой «Пролетарская правда». 25 ноября 1939 года состоялся первый выпуск в Калининском театральном техникуме. Более 20 выпускников успешно сдали экзамен и получили звание артиста. Большинство из них остались работать в театрах города и области, и лишь двое, Корнеев и Дроздов, отправились на Дальний Восток. В 1993 году в этот день на Советской улице был открыт так называемый Дом дружбы. Здесь предполагалось устраивать различные торжественные приемы, встречи с иностранными делегациями, небольшие выставки и концерты. Однако со временем эта благая идея приказала долго жить, и чиновничьи и прочие структуры поглотили это уютное здание. 25 ноября 1999 года в Театре для детей и молодежи встречали популярнейшего детского писателя Эдуарда Успенского. В это время в театре шло несколько спектаклей, в которых действовали персонажи сказок Успенского, и он решил посмотреть на эти работы. Судя по его же словам, Успенский уехал из Твери вполне удовлетворенный тем, что увидел. А годом позже, в этот день, около Парка Победы, на землях бывшего тепличного хозяйства совхоза Калининский, был заложен армянский храм. Автором проекта этой церкви стал местный зодчий Валерий Тарасьян.